Паша, проигрываем сегодня в волне. Твое саммари сегодняшнего матча. Почему так случилось? Ну, тяжело по горячим следам игру такую оценивать, рассказывать по ней. Очень много эмоций. Пока не уляжется, боюсь что-то сказать, поделиться впечатлениями. Единственное, что настораживает, что вроде бы немного даем создавать сопернику около своих ворот, но что-то залетает, что-то мы делаем не так. Вроде тут же отыгрываемся и получаем непонятный пенальти. Свои моменты почему-то не реализовываем, ну а у своих ворот как-то прохладно играем, надо немножко прибавлять. В котором матче подряд пропускаем относительно быстрые голы. Это совпадение или уже какая-то обрисовавшаяся система? Ну, первый тайм и быстрые голы связываю, наверное, больше с концентрацией, с потерей концентрации. Как-то тяжело мы в игру входим, очень долго вкатываемся. Ну, в первую очередь, я думаю, психологически. Пенальти пришел буквально через несколько минут после забитого мяча. Сломал ли это команду психологически или надломало хоть как-то? Тяжело, конечно, вроде бы только отыгрались, вроде нити игры перехватили и тут же получили невнятные, на мой взгляд, пенальти. Не скажу, что надломало, после этого мы имели моменты выровнять игру и даже еще выиграть, но говорю, что-то нам не хватает, что-то мы делаем не так, надо разбираться, говорю, в отношении, надо прибавлять и в тренировках, и в требованиях к себе в первую очередь. Если лично о тебе сегодня ты забил, насколько обидно для тебя было позже лицезреть пропущенный пенальти? Ну, я не беру, забил, не забил. Этот гол не принес нам очков, поэтому я даже не обращаю внимания на это. Просто оказался в нужном месте, в нужное время. Ну, а так, если бы этот гол очки принес, конечно, было бы больше удовольствия. Насколько непривычно было играть в схеме 5-3-2, 3-5-2? Осложняло ли это атакующие действия команды? По большому счету это практически одинаковые схемы, в зависимости только, что мы выбираем, атакующий стиль либо оборонительный. У команды сейчас будет небольшой перерыв. Насколько поможет это ребятам собраться, возможно, отдохнуть или же наоборот можно растерять ритм игры? Нет, нам пауза, конечно, пойдет на пользу. Выздоровеют ребята, которые болеют, травмированные. И, наконец-то, я считаю, что мы наконец-то сыграем в оптимальном составе. И когда кто-то где-то выпадает, конечно, это накладывает отпечаток на игру. Вот. Но, наконец-то, я думаю, после этого перерыва мы все-таки сыграем оптимально. Никита, уступаем сегодня в волне со счетом 2-1. Почему так случилось? Чего сегодня команде не хватило? Не хватило забить. Вот. Соперник свое забил, можно сказать так. Мы свое не забили. Ты вышел на замену в концовке матча. Как себя чувствовал после перенесенной болезни? В целом, хватило ли тебя на этот отрезок? Да, чувствовал себя отлично. Хотелось помочь команде, ребятам сравнять счет, выиграть. Увы, не получилось. После этого матча у нас будет двухнедельный перерыв. Поможет ли это команде или же наоборот есть вероятность растерять такой игровой ритм? Ну, я не знаю, как сказать. Я думаю, что скорее всего поможет, потому что ребята устали уже именно психологически, ментально. Вот. Может, перезагрузимся и следующий отрезок у нас пойдет намного лучше.